Россия начинает видеть в Таджикистане угрозу. Что творится с этим миром? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете мнение, которое вас удивит. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Российский политолог призвал Москву отреагировать на многовекторную политику стран Центральной Азии. И такое мнение политолог Андрей Картунов высказал в связи с командно-штабными учениями «Региональное сотрудничество 22», которое проходит в Таджикистане с участием военных стран Центральной Азии и Таджикистана. Свое мнение политолог и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов высказал российскому изданию «Взгляд». По его словам, каждая из стран, задействованных в этих учениях, преследует личные интересы, и Москве предстоит обратить на это внимание. По его мнению, цель США в проведении этих учений очевидна. Уход из Афганистана сильно сказался на их позиции в регионе, поэтому американцы теперь пытаются реабилитироваться в регионе, а каждое постсоветское пространство пытается проводить многовекторную политику и проявляет заинтересованность в сотрудничестве с Вашингтоном. Но так как США является политическим оппонентом России, Москва должна отреагировать на это, даже если у нее нет серьезных противоречий с США в Афганистане, считает Картунов. Как вы относитесь к такому мнению? И не считаете ли вы, что Россия в последнее время немного сошла с ума и ищет везде тех, кто хочет ее подставить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мы могли бы усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ. Кроме того, есть смысл снова взглянуть на текст двусторонних соглашений с этими странами, отметил Картунов. По его мнению, у России есть серьезное преимущество перед Вашингтоном, так как у нее есть очень неплохие контакты с талибами. Москве удается договориться с ними по многим вопросам, и этим надо пользоваться. Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентам в виде США, отмечает политолог. Напомним, военные учения «Региональное сотрудничество 22» организованы Центральным командованием США и начались в Душанбе 10 августа и продлятся до 20 августа. В командно-штабных учениях принимают участие представители из США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы. Они направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение национальных возможностей и приверженности перехвата оружия массового уничтожения, террористических элементов и наркотиков. Они также призваны помочь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и обмене информацией. Однако в материале «Взгляд» внимание обращается не только на эти учения, но и на визит командующего Центральным командованием США Майкла Курила в Душанбе в июне этого года, где он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо. В ходе встречи они обсудили совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранению региональных угроз и оказанию поддержки вооруженным силам Таджикистана. Также в конце мая страны Центральной Азии посетила делегация Госдепа США под руководством помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу. Как вы относитесь к таким геополитическим движениям? И как вы думаете, на что действительно настроен Таджикистан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!